Да, действительно, истинное сокровище человека – это труд. И в этом смысле Зосим Васильевич Панин был богатым человеком. Зосим Васильевич – личность яркая, прирожденный лидер, но с душой лирика, интеллигента. Он любил философствовать, размышлять над тайнами бытия. Достигнув вершин власти в нашей республике, Зосим Васильевич научился мыслить масштабами государства, но при этом понимал отдельного человека, оставался таким же порядочным, как и прежде. Поэтому его и любили люди, и он любил их. Любил землю, на которой родился и вырос, любил свою деревню, реки своей малой родины, ее бескрайнюю вековую тайгу. Он не раз повторял, что в богатой республике нельзя жить бедно и плохо. Заслуги Зосима Васильевича Панина неоспоримы. Взять хотя бы строительство Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, железной дороги Никонь-Сыктывкар, открытие музыкального театра, Сыктывкарского университета, предотвращение свертывания деятельности коми-отделения Академии наук. И это только самые крупные мазки полотна его трудовой биографии. Сегодня мы будем вспоминать о нем вместе с его родными, друзьями и коллегами, со всеми, кому посчастливилось знать этого удивительного человека. Для открытия собрания, посвященного столетию со дня рождения Зосима Васильевича Панина, слово предоставляется главе Республики Коми Вячеславу Михайловичу Гайзеру. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Зосима Васильевича Панина, уроженца нашего края, человека, который очень много сделал для нашей с вами республики. Зосим Васильевич прошел большой и сложный путь от сельского учителя до председателя Совета Министров и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он работал на высоких и ответственных постах в сложной, во многом переломной для нашей республики годы. Зосим Васильевич был участником и инициатором очень многих важных для нашей республики вопросов. Уважаемые ведущие уже упоминали такие крупные мазки таких вопросов. Его коллеги, люди, которым довелось работать или просто общаться с ним, вспоминать его как достойного, интеллигентного, грамотного, целеустремленного человека, профессионала высокого уровня. Настоящего представителя интересов жителей родной республики. Многие послевоенные трудности республика Коми преодолела благодаря его таланту и пробивной способности, пробивным качествам. Мы сегодня продолжаем, если так можно сказать, пользоваться трудами, плодами трудов Зосима Васильевича. О его заслугах, воплощенных в жизнь проекта, думаю, сегодня еще будет сказано немало. Не случайно в этом году он был по праву удостоен высшего почетного звания Республики Коми почетный гражданин, а его имя вписано в книгу почета Республики Коми. Самое главное, что я хотел бы отметить, что благодаря таким знаковым в истории республики личностям, их труду и таланту наш регион имеет запас прочности, человеческих и управленческих ресурсов. Если у нас перед глазами есть такие достойные примеры руководителей высокого уровня, то, несомненно, связь поколений, преемственность, руководство органов власти, законодательной и исполнительной должна сохраняться. Я поздравляю нас всех с этим знаменательным событием, вековым юбилеем нашего выдающегося земляка, и хочу поблагодарить всех, кто помогает сохранять память о нем. Зосим Васильевич – это часть истории нашей с вами республики. Мы по праву можем гордиться им, и я предлагаю собрание, посвященное столетию со дня рождения Зосима Васильевича Панина, считать открытым. Добрый день, дорогие друзья! Очень приятно приветствовать вас на собрании, посвященном столетию со дня рождения видного государственного деятеля нашей республики Зосима Васильевича Панина. Этому дню предшествовала большая работа, в которой причастны многие из сидящих сегодня в этом зале. Были организованы конференции и выставки, которые, конечно же, были посвящены жизни Зосима Васильевича. Средства
блага родной республики. Желание почтить светлую память земляка, вспомнить его достижения, объединенных людей из самых разных сфер. Это представители науки, образования, культуры, это студенты и преподаватели, а также, конечно же, депутаты Государственного совета и работники аппарата. Я хочу поблагодарить всех вас за участие в этой работе, потому что с именем Зосимы Панева связаны знаковые для всей республики события, а наследие его трудов мы всегда сегодня можем видеть своими глазами. Меня, как руководителя высшего органа законодательной власти республики, особенно впечатлила депутатская деятельность Зосимы Васильевича. И удивляет здесь, в общем-то, не столько цифры, хотя они, прямо скажем, впечатляющие. Я их не назову, хотя все это знают, но просто слушайтесь. 8 раз он избирался депутатом Верховного Совета СССР. 4 раза он был депутатом Верховного Совета РСФСР. И 3 раза Верховного Совета СССР. Удивляет и вызывает уважение его отношение к своим обязанностям депутата. Каждый раз после каждого заседания сессии Верховного Совета СССР Панев непременно выезжал в свой округ для встречи с избирателями, просто для того, чтобы донести для людей из глубинки, из первых уст информацию о работе Верховного Совета, о том, что, чем живет и как работает республика. Он неукоснительно реализовывал систему наказов избирателями своим депутатам. Зосима Панев любил свою родину, он же ради развития и процветания, а поэтому настойчиво на всех уровнях власти отстаивал ее интересы. На него равнялись те, кто работал с ним рядом. Его жизнь стала примером и для нас. И что еще важнее, его отношение к своему делу – это, конечно же, и пример для будущих поколений. Эту связь и преемственность нужно обязательно сохранить. Поэтому нас весьма порадовал тот факт, что предложение межрегиональной общественной организации Кумигойда о присвоении одной из улиц Сыктывкара его именем, поддержанное Государственным Советом Республики Коми, получило свою реализацию. Я знаю, что на днях наши коллеги-депутаты из Совета Сыктывкара планируют рассмотреть этот вопрос на одном из заседаний. И если решение будет принято, а я уверен, что решение будет принято, то уже в ближайшее время именем Зосимы Панева будет названа улица в одном из новых районов города. Дорогие друзья, я еще раз хочу поблагодарить всех вас за то, что вы откликнулись на приглашение и нашли сегодня возможность прийти и почтить память крупного политического и хозяйственного деятеля нашей республики, нашего региона. И просто, конечно же, замечательного человека с большой буквы, Зосима Васильевича Панева. Спасибо большое. 27 сентября в далеком 1914 году в деревне Кырс Усть-Вымского района в крестьянской семье. Необычное имя ему дал отец Василий Александрович. Он был человеком грамотным и по-своему оригинальным. Выписывал газеты и журналы, применял прогрессивные методы труда на земле, а своим детям давал мудреные имена. Второго своего сына назвал в честь чудотворца Зосимы Соловецкого. Семья Панева была многодетной. Его отец и мать растили 8 детей. Чтобы не бедствовать, нужно было иметь крепкое хозяйство. Василий Александрович был умелым хозяином, хорошо разбирался в агротехнике. Своих детей с малых лет приучал к труду, не давал им никаких поблажек. Вот с тех пор для Зосимы труд стал мерилом жизни. Он от отца перенял многие хорошие правила. Выполнять все в срок, даже с опережением, все делать качественно. От матери Александры Андреевны, славной женщины с чистой душой, он унаследовал доброту и любовь к людям. Когда Зосиме исполнилось всего 13, это был 1927 год, он поступил в Усть-Вымскую школу 2-й ступени, где встретил свою судьбу, Екатерину. С тех пор им было суждено пронести любовь и безграничную преданность друг другу через всю жизнь. В 1934 году они поженились, а уже через год родилась первая дочь Надежда. Потом тяжелые годы войны, а детей было уже 3, Надежда, Альбина и только что родившийся Леня. Папу дети почти не видели. Зосима Васильевич работал практически круглосуточно. Порой падал в голодном обмороке, так как все свои карточки он отдавал в семью. Зосима Васильевич Панев был примерным семьянином.
Жена его, Екатерина Афанасьевна, заслуженная учительница школы Коми АССР, была в числе лучших наставников молодежи. Преподаватель словесности превыше всего ценила в людях добро и справедливость, трудолюбие и честность. В 1994 году Чита-Паневых справила 60-летие совместной семейной жизни. 4 детей Паневых тоже являются примером для многих. Сегодня на нашу встречу пришло более 30 человек, так или иначе связанных родственными узами с Зосимой Васильевичем, и, конечно же, его любимые дочери Надежда Зосимовна, Альбина Зосимовна и Людмила Зосимовна. Давайте поприветствуем всех присутствующих родственников Зосимы Васильевича аплодисментами. А на нашу сцену приглашается его самая младшая дочь Людмила Зосимовна. Когда я готовилась к юбилейным мероприятиям и выступлениям, посвященным папе, я задумалась, как так получилось, что в простой, бедной, многодетной крестьянской семье появился такой человек по эрудиции, интеллекту, любознательности, целеустремленности, равным которому я никогда не встречала. Откуда это все? Может быть, гены передались от родителей, может быть, воспитание отца достаточно жесткое, как описывает папа. Он требовал от маленького сына беспрекословного выполнения самой тяжелой работы. Может быть, это было такое окружение, обстановка в стране. Наверное, и то, и другое, и третье. Но все-таки я думаю, что в большей степени наш папа человек, сам себя создавший. Всю жизнь он учился чему-либо, что-то в себе преодолевал, всегда боролся. Вот он пошел в школу и стал лучшим учеником. Вот он поступил в педтехникум, и на 3-м курсе уже его пригласили преподавать первокурсникам политэкономии. После выпуска педтехникума молодой учитель в Ашкуре через несколько месяцев, в 20 лет, становится директором школы и выводит отсталую школу в передовую. А потом 56 дней окружения при 40-градусном морозе в финскую войну. Но особенно меня всегда поражали рассказы папы и мамы о периоде Великой Отечественной войны, когда они жили в Визинге. Папа был первым секретарем райкома партии. Но если вы посмотрите на фотографии папы того времени, вы увидите невероятно худого, изможденного человека. Действительно, он падал в обморок от голода, будучи первым лицом района. 16 часов в день без выходных работал. По 8 часов не слезал с лошади, объезжая район. Вот такая полная самоотдача, бескорыстие, кристальная честность, чистоплотность во всех отношениях, во всех делах были его главными принципами все время. Нелегко было выполнить план по хлебозаготовкам в 1,5 раза в эти годы, потому что хлеб нужен был фронту. Первая и, пожалуй, самая ценная награда папа получил именно за это. Это был орден Отечественной войны первой степени и орден Ленина. Всего орденов у него 7, 2 ордена Ленина. И хочется сказать, что в своей книге папа, описывая очень подробно этот период жизни, назвал главу «Битва за хлеб». Хотя битв на его жизненном пути было, конечно, немало, но эта битва была особой. Чаще всего, когда вспоминают о папе, говорят о его периоде работы председателем Совета Министров. Действительно, 36 лет занять такую должность, конечно, это дорого стоит. И эти 15-20 лет послевоенные, это, наверное, были самые тяжелые годы для страны, когда он как раз возглавлял Совет Министров. И на глазах многих из присутствующих происходили колоссальные преобразования, велись великие стройки, менялась жизнь абсолютно всех. И долгие годы при встрече со мной, с моими сестрами, люди подходили и высказывали благодарность, предназначенную папе. Но говорили это нам и за университет, и за филиал, и за Мустиату,
и за библиотеку, и за железную дорогу, и за благоустройство Сыктывкара, и за многое-многое другое. Только представить можно, как в те годы решались вопросы. Хождение по кабинетам в Москве и встречи с руководителями министерств – это, пожалуй, самые яркие зарисовки папы в его книге «Вехи в пути». Папа пишет, что помнил слова Эйнштейна про 11-ю заповедь «Не бойся». Он шел в кабинеты самых высших руководителей и бился до последнего. Как интересно он описывает встречи с некоторыми из них, как порой только благодаря высокой эрудиции, умению убеждать, уговаривать, иногда жестко требовать, а когда надо идти на компромиссы, папе удавалось получить согласие в московский кабинет. Такая целеустремленность, такой бесстрашие давали свои плоды. Папа очень любил коми-край, очень много рассказывал нам про историю. Несмотря на то, что его приглашали в Москву неоднократно на самые высокие должности, он всегда говорил, что он будет делать все возможное и невозможное для своей республики. Хотелось бы, конечно, как дочери рассказывать о папе не только как о видном государственном деятеле. В первую очередь для нас, для всех, папа – это любящий, заботящийся о нас о всех, глава большой семьи. Сейчас в семье 5 внуков, 7 правнуков. Двое правнуков вот сидят здесь. Папа помогал долгие годы своим братьям, сестрам. И действительно, сохранить семью, 60 лет жить вместе – это великое дело. Мама с папой учились в одном классе. Встречи с одноклассниками с периодичностью в 10 лет проходили в нашем доме постоянно. Последняя встреча была 60 лет выпуска. Вот представьте себе, сколько раз встречались одноклассники в нашем доме. Мы с сестрами знаем всех одноклассников по именам. Мы знаем даже имена учителей, потому что все время они вспоминали и говорили об этом. После окончания педтехникума папа с мамой разъехались в разные районы, чтобы проверить свои чувства. И через год встретились. Папе было 20 лет, маме 19. Вот так началась их совместная жизнь. Через год родилась Надя, потом Ирина, потом Леня, ну и потом уже я. И хочу сказать, что наш дом был всегда очень гостеприимным. А мы не только дети, внуки приходили в этот дом, но и наши друзья были всегда желанными в этом доме. Папа очень радовался тому, что семья собирается за столом. Последний раз мы сидели за столом с папой 27 сентября 1994 года. Он уже болел, но встал, сел за стол и попросил свою сестру Риту, чтобы она спела ему песню. Мы пели песню. Через 1,5 месяца его не стало. Он, кстати, знал очень много коми-народных песен. Он очень любил коми-культуру. А песни эти ему пела мама и тетя Евстолия. И он запомнил эти песни коми и очень любил их петь. Еще хочется отметить, что папа был примером для всех для нас в области того, как он следил за своим здоровьем. Многие из вас, я вижу по лицам, помнят, как он гулял по улице Кирова. Его норма была 10 километров в день. Всегда был безукоризненно одет, всегда был подтянут. И когда люди с нами встречаются, всегда говорят: ваш папа, у него такая внутренняя культура, такая интеллигенция, интеллигентность внутренняя, он такой начитанный, как у вас много знает. И нам всегда было приятно это слышать. Хочется сказать, что такого масштаба люди ведь не часто рождаются. И, конечно, очень хочется нам в семье, чтобы долго-долго еще память о нем сохранялась. И то, что сделано сейчас, вот в этот сентябрь, в эти дни в память о папе, очень приятно, что об этом будут помнить многие-многие люди. Будут помнить студенты, будут помнить школьники, будут помнить в районе Усть-Выни, где мы проводили мероприятия. Если будет названа улица, люди будут спрашивать, кто такой памятник, и наверняка будут рассказывать. В музее я приводила своих студентов, все с интересом смотрели. И
очень много передач прошло, и тоже люди откликались, звонили, говорили, благодарили, вспоминали. Поэтому мы, члены семьи, конечно, очень счастливы, что люди помнят его самого, его дела, благодарны ему за то, что он сделал для республики. Хочу сказать, что 7 ноября день смерти, 20 лет как его нет. 4 ноября по каналу Югдам в 17:45 пройдет еще большая передача, посвященная ему, называется «На лице истории». Посмотрите, пожалуйста, еще раз вспомните его. И спасибо вам всем за память. В книге «По ступенькам памяти» Зосим Васильевич Панин пишет: «Самым удачным для нас был 1958 год, когда началось строительство двух крайне важных объектов в Сыктывкаре – лесопромышленного комплекса и железной дороги. Вспомним, как это было. Захватившая Зосима Васильевича идея строительства нового целлюлозно-бумажного комбината далеко не сразу нашла поддержку в Коми-обкоме КПСС. Поэтому Панин со своей идеей Сыктывкарского ЦБК сам ездил в Госплан. В поездках и спорах о целесообразности строительства комбината Панин провел 6 лет. И только в 1958 году, наконец, вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве под Сыктывкаром нового целлюлозно-бумажного комбината. Дальнейшее известно. Достаточно пощупать бумагу или взять билет на поезд до Москвы, который идет в столицу по рельсам, обязанным своим появлением к Сыктывкарскому ЛПК. На сцену приглашается Геннадий Николаевич Чурбанов, заслуженный работник Республики Коми, ветеран Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, проработавший на этом предприятии 42 года. Уважаемые родные и близкие Зосима Васильевича, уважаемые участники собрания, здравствуйте. 25 июня 2014 года Сыктывкарский ЛПК отметил 45-летие. Эта дата стала днем рождения Сыктывкарского ЛПК и целлюлозно-бумажной промышленности Республики Коми. А начиналось это так. В один из весенних дней далекого 1952 года на прием к молодому председателю Совмина Коми СССР Зосиму Панину попросился незнакомый прежний человек, в общем, уже не молодой. Просился хотя бы на 5 минут. Им оказался главный инженер проекта из Института Ленгипрагу Николай Николаевич Тюрнин, уроженец Усть-Куловского района. Сказал, что еще с молоду до войны вынашивал идеи строительства в Сыктывкаре целлюлозно-бумажного комбината, даже провел первичные изыскания. Основной довод за целлюлозно-бумажный комбинат был таков: Коми СССР имеет запасы до 2,5 миллиарда кубометров древесины леса, из которых 370 миллионов находятся в бассейне Верхней Чеды и Сызовой, то есть примыкает к Сыктывкару. Этих запасов хватит для ЦБК, для производства деловой древесины в Коми и для Архангельской области. Идея строительства ЦБК в Сыктывкаре захватила Панина целиком. Соответствующая докладная записка за подписью секретаря Коми-обкома партии и председателя Совмина Коми СССР ушла в Совет министров Союза Советских Социалистических Республик. Это было в 1952 году. Да, время для возведения града Новой Чеды выбрали тяжелое и сложное. А когда оно для России было легким и удачным? В те годы мощь государства была направлена на освоение цивильных израильских земель в степях Казахстана, Киргизии, Сибири и на Востоке.
Огромные средства вкладывались в освоение космического пространства, в укрепление ракетно-ядерной обороны страны. Приоритетом же являлось развитие нефтяной, газовой, химической промышленности, энергетики. Сыктывкар был в то время заштатным серым городом. Вот как описывает Зосим Васильевич результаты проверки с Центральным комитетом КПСС по главе с инспектором ЦК Андроповым Юрием Владимировичем, который провели в Паркоме СССР летом 1951 года. 3 недели члены комиссии проводили проверку, побывали во всех городах и районах республики. Андропов очень нелестно отозвался о нашей столице. По сравнению с Петрозаводском, где он раньше работал, и другими областными центрами, Сыктывкар очень отстал, сказал он. Совсем не ведется строительство жилых зданий. Почему-то жители сами их строят. Кое-как и из чего попало. Город выглядит обветшалым. Он как будто в аварийном состоянии. Нет ни водопровода, ни канализации, грязь, антисанитария. Это же настоящее бедствие. Все это так, сказал Зосим Павел. Добавлю, сказал, что в Сыктывкаре практически нет промышленности, нет железной дороги. Мощность электростанции всего 3000 киловатт. Это 15% наших потребностей города. Работники лесной индустрии ютятся в бараках, во временных поселках, где отсутствуют дороги и все блага цивилизации. Так жить дальше было нельзя. Зосима Васильевича Панева вот эта идея, что Тюрмин ему в течение 2 дней, значит, насчет строительства Сыктывкарского ЦВК, значит, вдохновил так, что он понял сам и сумел убедить партийно-хозяйственный актив республики в том, что строительство Сыктывкарского ЦВК – это то звено, которое позволит решить большинство проблем, как по развитию самого города, столицы ОССР, Сыктывкара, так и лесной области республики в целом. В настоящее время ЛПК приблизился к выработке 1 миллиона тонн готовой бумажной продукции в год и является локомотивом для всей лесной области республики. ЛПК – это крупнейшее современное предприятие бумажной промышленности не только России, но и Европы. В заключение приведу слова Зосима Васильевича. Видели ли мы тогда в своих мечтах Сыктывкарский лесопромышленный узел таким, каким он сейчас является? На это можно ответить так. Действительность превзошла все мечты и ожидания. И это в большой степени благодаря одному из сыновей коми земли, патриоту своей республики, безгранично любившему свой край, Зосиму Васильевичу Паневу. Благодарю за внимание. Области. Все эти 4 филиала и удалось отстоять. Сегодня Коми-научный центр Уральского отделения Российской академии наук возглавляет Асхаб Магомедович Асхабов. А с 1983 года по 2006 год председателем президиума Коми-отделения Российской академии наук был Михаил Павлович Рощевский, советник Российской академии наук, академик. Мы приглашаем его на сцену. Дорогие друзья, это фантастическая личность Зосим Васильевич Панев. И первое, что приходит на ум, вот как могла быть такая, возникнуть фигура такого крупного масштаба, общесоюзного,
ну, вот для нашей страны действительно незаменимого, с такой долей интеллигентности, мягкого юмора, умения общаться с людьми. Ну, все, кто мы его помним, знаем, он ведь у нас именно таким всегда останется в памяти. Ну, вот даже сегодня про одежду вспоминали. Это на самом деле все правда. И вот я тоже думал, вот, в чем здесь дело. И у него в его воспоминаниях, честно говоря, есть на это ответ. И мы все его с вами знаем. Ему 19 лет. И в Республику Коми ездит Печорская бригада, которую возглавляет легендарная личность в нашей стране, академик Карпинский, президент Академии наук СССР. И Зосима Васильевич, Зосима Паник, среди учащихся встречает его на берегу реки, в общем, там какой-то митинг происходит, еще что-то. И вот те слова, которые он пишет о этом великом ученом, они, мне кажется, на самом деле написаны были не позже того. Потому что в те времена, когда Зосим Васильевич Паник писал книгу, о Карпинском у нас в стране как-то забывали. И потихонечку, значит, его фамилия исчезала. Ну, здесь есть историки, поэтому они сейчас обидятся, но историческая энциклопедия СССР фамилию Карпинского не вспоминала. Ну да, а почему, тоже понятно. Потому что Николай II в 15 году его назначает вице-президентом Императорской академии наук при отсутствующем президенте Карпинского. Керенский переименовывает Императорскую академию наук в Российскую академию наук, и впервые не без чистых княжеских кровей человек становится президентом первой Российской академии наук, ну, поскольку она была переименована. Советское правительство, придя к власти, он сначала не воспринимал советское правительство Карпинский, но тем не менее он, значит, понимает, что для развития страны это надо, и становится первым советским избранным президентом Академии наук СССР. И вот от назначения на эту должность Николаем II до торжественных похорон уже в 1936 году в очень зрелом возрасте у Кремлевской стены. Но это редчайший для наших случаев в истории нашей страны. И ГУЛАГ, вообще говоря, предложил, это ГУЛАГовская идея поворота рек, для того, чтобы обеспечить доставку угля. Это только ради угля делалось. Зосим Васильевич Панев сделал выдающуюся, внес роль в сохранение Академии наук СССР. Вот когда был разгром этих филиалов, это было невероятно, что именно в Республике Коми была осуществлена наиболее мощная вот такая поддержка сохранения Коми-филиала Академии наук СССР, и он был сохранен. Это создало огромные возможности для дальнейшего развития науки у нас. Я понимаю, что долго говорить нельзя, но мне хотелось бы сказать, что вот его интеллигентность, его понимание необходимости развития фундаментальной науки в Республике Коми, она сыграла гигантскую роль, огромное значение для нашей страны в целом, потому что на самом-то деле это правда. Благодаря этому удалось создать Уральское отделение. Уральское отделение создалось на базе отнюдь не Перми или Челябинска или других Оренбурга. Она создалась только на основе того, что был Коми, филиал Академии наук СССР, и Уральский научный центр. Вот эти две организации, по сути дела, создали Уральское отделение Российской академии наук. Августа 1958 года оперой Евгений Онегин начал свою работу Сыктывкарский государственный музыкальный театр. Мало кто тогда знал, что он был открыт без постановления правительства РСФСР, то есть самовольно, ведь годом раньше вышло постановление Президиума ЦК КПСС о запрещении открытия новых театров. В Советском Союзе было закрыто 130 действующих театров. Ответственность за открытие музыкального театра в Сыктывкаре взял на себя председатель Совета министров Коми АССР Зосим Васильевич Панев. Правда, в его
его личном деле за самоуправство появилась запись о строгом административном взыскании. Только в ноябре 1958 года правительство Российской Федерации официально признало рождение музыкального театра в Коми АССР. Сегодня нашу республику невозможно представить без Государственного театра оперы и балета Республики Коми. К слову, в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации сегодня работает всего 3 полномасштабных оперных театра – в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске и у нас в Сыктывкаре. О вкладе Зосимы Васильевича, в том числе и в культурное строительство Республики Коми, расскажет доцент кафедры социальной работы Сыктывкарского государственного университета, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Республики Коми, депутат Верховного Совета Республики Коми 11-го созыва Альбина Васильевна Соколова. Здесь уже очень много было сказано о Зосиме Васильевиче памяти. Позвольте мне тоже и кое-что рассказать нового, присоединиться. Я хотела бы начать свое выступление с этих известных слов Юрия Литанского, наверное, многие сидящие в зале знают. Он писал: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя». И мне кажется, что вот эти слова, они относятся к Зосиме Васильевичу, который действительно всю жизнь посвятил тому, чтобы сделать республику интересной, служить человеку труда, служить республике. Я хочу сказать, что я не работала непосредственно под руководством Ивана Павловича Зосимы Васильевича Панина. Но дело в том, что я длительное время находилась на комсомольской работе, партийной работе, была депутатом, и так или иначе я ощущала влияние его личности человека с большой буквы. Что меня восхищало в нем и что именно привлекало в нем как личности, это прежде всего, вы отмечали, я просто не могу это говорить, это энциклопедическая эрудиция. Я потом это подтвержу. Интеллигентность, профессионализм, преданность делу и бесконечная, как здесь отмечали, любовь к республике. Его ценностями жизни были прежде всего забота о благе человека труда. Он все делал, чтобы действительно нам жилось лучше, чтобы мы процветали. Семья, дети – это были его ценности, и по жизни это можно увидеть. И про него можно сказать такие слова, которые я даже подчеркнула, что его душа
Он собирает, и я вам помогу. Дальше, через какое-то время он сказал, я попрошу его, чтобы он вам отобрал книги, и вы познакомитесь, и вам это надо знать. Это тоже характеризует, в общем-то, и взаимоотношения, и желание помочь как бы молодому специалисту. Через какое-то время он меня снова приглашает и говорит, Зосим Васильевич приносит книгу. Я говорю, почему я хочу сказать, потому что среди этих книг было принтерное издание, очень интересное, не знаю, может, она у вас есть в библиотеке, но она достаточно редкая сейчас, это была книга «Житие Степана Пермского». Да, «Житие Степана Пермского», изданное в 1877 году, и автор должен быть, вы знаете, это Епифаний Инна, Троицкая сельская лавра. Вы знаете, я прямо читала, мне было очень интересно, и вот эта роль Степана Пермского в христианизации хроника, в связи русского и Фомина народа, она сыграла огромную роль. Огромную роль. Я думаю, что это тоже каким-то образом очень повлияло. Еще один пример. В республике Коми прибыл журналист из Германии. Меня почему-то попросили его сопроводить, потому что журналист, значит, решил узнать про республику, ее возможности, как живут представители немецкой национальности. И, значит, мы пошли, ну, как всегда здесь говорили, что он прекрасно встретил нам, он начал говорить о том, он взял карту, разделил ее на столе и стал показывать этому журналисту. А журналист потом говорит, послушайте, почему у вас такие контуры вашей республики? Тут прямая линия, там, значит, вылезает еще. Вы знаете, и он тоже нам сказал, знает ответы, я могу сказать, настолько рассказал, что я, например, тоже впервые даже не знала, почему такая прямая линия идет в районе Воркуты. Он говорит, такого вообще не бывает. И он сказал, почему? Потому что мы делали контур, когда мы только там, где находились коми. И вот там в районе Воркуты нашли сколько-то коми, сделали линию, значит, это тоже очень интересно. И, наконец, еще касающийся культуры. Вы правильно говорили, он знал писателей, художников, композиторов, был председателем по присуждению времени, на котором я присутствовала, вот эти вот коми, защищал всегда. Понимаете, вообще вот то, что вы говорите, в стиле миллиардов. И вот, наконец, представился случай, он был руководителем писания делегации, мы уехали на День культуры в Болгарии, в Лович, то есть в Лович, День культуры Коми. Мы все переживали. Ну что же с нами Паню? Мы думали, что и перед Паней вот это показать, что та культура, которую он ценил, та культура, которую он ценил. И, конечно, в Ловиче для болгар мы должны были удивить. И вы знаете, настолько он себя вел, Паня, это было в 1983 году, и он был год, через год ему было 70 лет. Это был человек, который полностью доверял культуре. Полностью доверял, сказал, что мы это сделаем, не нагнетал обстановки, ни каким-то образом, в общем, не возмущался. Все будет нормально, все будет хорошо. И даже мы действительно очень здорово выступили. Но сделать так, чтобы вот мы действительно снять с нас напряжение, представьте, руководитель специально не нужно было снять напряжение с нас артистов, которые, в общем-то, внесли в себя эмоциональную нагрузку. Вы знаете, он рассказывал как раз о том, как он любит культуру и что он делает. Я впервые от него услыхала, не знаю, может, я сейчас не знаю, вот об Ижемском, чайном бунте Вишни. Просто вообще удивительно, он так рассказывал, как там Вишни, значит, перестали, в 1942 году перестали люди написать письмо, политику Куйбышева. И оказалось, что чайный бунт, потому что у них не было индийского чая. И вот сделали все, он очень прекрасно рассказывал, для нас это тоже было интересно. Дальше как раз рассказывал, в общем-то, и о встрече со Старовским, очень интересно рассказывал. Он рассказывал, и вот как здесь говорили, и в университете, и о музыкальном театре, и чувствовалась его огромнейшая любовь к тому, что он сделал, и вот он хочет, чтобы мы это видели, это знали, мы действительно просто восхищение приехали. Thank you.
отвагой, жизнерадостностью, любовью к простому солдату. И эту любовь он пронес до конца жизни, любовь к простому человеку. Конечно, кто лучше может знать тебя, чем те, кто работал в разные годы рядом с тобой, ежедневно видел твои деловые качества. Сегодня вместе с ветеранами, бывшими партийными и государственными деятелями нашей республики мы оживим в памяти советскую партийную и государственную работу Зосимы Васильевича Панина. Своими воспоминаниями о встречах с Зосимой Васильевичем поделится Юрий Иванович Симуков, бывший председатель Президиума Верховного Совета Коми СССр, преемник Панина на этом посту, человек, по долгу службы тесно общавшийся с Зосимой Васильевичем. Присоединяюсь ко всем тем добрым словам и о качестве Панина, которые говорите здесь, я не буду останавливаться, уже не буду повторяться, потому что меня предупредили, что время на выступление 5 минут, поэтому я остановлюсь на некоторых моментах. Первое. Панин Зосим Васильевич, еще его значение заключается, на мой взгляд, в том, что, будучи председателем Совета министров республики и членом бюро областного комитета партии, в 50-е годы он обращал огромное внимание к подготовке, выдвижению и расстановке кадров именно коренной национальности, потому что тогда, в те годы в республике 85% были коренной национальности люди. Еще приезжих было очень мало, а кадры нужны были. И вот в этой подготовке за 12 лет работы председателем Совета министров было подготовлено целая плеяда людей, которые потом, в принципе, пришли к нему на помощь и отчасти заменили его, как Павел Александрович Безносов заменил его в 1964 году председателем Совета министров. Когда в 1967 году Иван Павлович Морозов стал первым секретарем областного комитета партии. Вот какие кадры он готовил себе на замену, как говорится. Это большое дело, великое дело. Кстати, говоря об Иване Павловиче, в этом году ему тоже исполнилось 90 лет. Хотя, в принципе, он тоже заслуживает самого, так сказать, доброго отношения к себе, но пока вот так получилось, что не отмечали его в этот юбилей. Ну, еще о чем я хотел бы сказать. Мне удалось с Паневым Зосимом Васильевичем работать в Совете министров 67-80 годы. Я был консультантом по вопросам строительства и как раз выходил на него, он курировал тогда социальное развитие республики. И все объекты, которые строились туда в этом плане, вот мы проверяли, помогали. Вот. И прямо вот все эти качества, которые тут говорили, я еще раз скажу, что не буду повторяться, это действительно ему были присущи. И ничего не оставалось, как только учиться. Подведя итоги, я сделал очень такой вывод для себя, что мы тогда пели очень часто песню, что у советской власти сила велика. И я потом понял, что сила эта зиждилась на партийном руководстве КПСС. Как только в конце 80-х годов пошли нападки на партию, как только стали его разваливать, мы в 11-й сессии, не 11-й созыв, депутаты 11 созыва, мы подготовили, всем хотелось демократии, мы стали готовить закон о демократических группах. И мы подготовили такой закон, на альтернативную основу. И получилось так, несмотря на то, что нападки были, в новом составе Верховного Совета 12 созыва пришли
что в этом заслуга, что столько членов КПСС пришли до 112 сессии, 12 созыва, еще в том, что все-таки они, эти депутаты, не захлопнули, говорится, советского, а в течение 4 лет они планомерно, тихонечко меняли власть. Дорогие товарищи, Зосима Васильевича Панина я знаю 1957 года. 57 лет тому назад, в сентябре, меня впервые вызвали на заседание Совета министров СССР. До начала заседания Панин пригласил к себе в кабинет и задавал вопросы ознакомительного характера. Потом представил членам правительства как нового заместителя председателя Поморьинского исполкома. После того, как слушали отчет председателя райисполкома, я уже не помню какого, руководство райисполкома учреждения культуры, Зосима Васильевич сказал: вам, товарищ сенатор, полезно было заслушать этот вопрос, ибо вы занимаетесь тоже таким отраслами. Вот в этом мой был удовлетворительный. С одной стороны, конечно, один из, пожалуй, не то что один, возможно, самый близкий, настоящий земляк Зосима Васильевича, кроме, конечно, родственников, Маргариты Васильевны, которая родилась тоже в Кырсе. Вот. Но я сначала скажу вот что. Наше землячество в Сыктывкаре, Усть-Крымское землячество, насчитывает около 1000 человек, которые жили или работали в нашем районе. И могу сказать, что все, особенно ветераны, помнят, знают Александра Зосиму Васильевича и высоко ценят тот факт, что он наш, Усть-Крымский. В этом зале сейчас находится небольшая делегация усть-крымчан, которым удалось поработать в то время и встречаться по различным вопросам с Зосимом Васильевичем, они, конечно, могли бы рассказать больше о непосредственной работе. Но я могу сказать, что район, конечно, получил мощный импульс развития благодаря тем крупным делам республиканского значения, которые удалось воплотить в жизнь, совершить благодаря в основном и во многом усилиям Зосима Васильевича Панина. Это, конечно, и мосты через Вычегду, железная дорога, автодорога асфальтовая, Гвоздино-Сыктывкар. И благодаря им район вошел в единую транспортную, надежную транспортную систему и связался с нашей столицей. Ну, я родился, к сожалению, поздно по сравнению с Зосимом Васильевичем. Уже тогда, когда его не было в Кырсе, он уже жил в других местах и работал в других местах, но знал очень многих из его большой семьи. Я знаю хорошо, помню хорошо до сих пор, если так вот задуматься, вспомнить фигуру Александры Андреевны, которая что-то там занимается, ходит в своем дворе. Их дом находился в таком месте, что мне от центра деревни до нашего дома нужно было обязательно проходить мимо их дома. И так мне приходилось туда и обратно и несколько раз в день. Естественно, она все время в работе. И деревня очень уважала Александру Андреевну за ее доброту, за ее трудолюбие. И как-то уже более такое время, мне было лет 10, наверное. Ну, Зосим Васильевич приезжал в деревню, и когда он приезжал, люди старались подходить к нему, поздороваться, узнать, как дела. Ну, я долго, мне не удавалось его увидеть. Так у меня отец мне сказал, отец мой хорошо знал, он председателем колхоза, потом директором совхоза работал, хорошо знал его. Говорит, Зосима Панин приехал. Я бегом и к дому подождал, когда он выйдет, и наконец увидел. Познакомился с ним, конечно, я не здоровался, но я его увидел. И вы знаете, что я заметил? Он очень похож на свою маму. И вот не знаю, как вот вы считаете, но мне кажется, он очень похож на свою маму.
и не только своим характером, но и лицом. Вот посмотрите, хорошо знаю Ларису Васильевну, сестру. Она работала учителем в нашей начальной школе, где работала и моя мама. Знал Владимира Васильевича, который часто бывал на наших земляческих мероприятиях, которого, к сожалению, сейчас нету. Ну а с Маргаритой Васильевной хорошо знакомы и поныне. Все жители деревни Кырск хорошо понимали значимость того факта, что вот именно наш мужик вот из этого дома занимает такой крупный пост. Жили мы тогда, конечно, все знают, я пацаном был 46-го года, послевоенная разруха. Многие мои сверстники вообще толком одежды не имели, пацаны бегали, это говорит, там, дыра, шушуна, дыра, то есть такие, без трусов, без ничего, просто накидка какая-то, так и бегали. Вот. И все надеялись на то, что наконец-то удастся преодолеть послевоенную разруху, и знали, что Зосим Васильевич, наш земляк, как раз этими вопросами занимается. Университета как-то Василий Николаевич Ахмеев, наш бывший ректор, как-то назвал годом сохранения пединститута. Потому что Москва, многие московские чиновники и министры упорно настаивали на том, чтобы университет открылся на базе пединститута. Даже на обман. Однако Зосим Васильевич категорически был против этого. Вот в частности, я просто приведу разговор с министром образования СССР Столетовым из книги «Век и памяти». Столетов, вы хотите организовать университет на базе пединститута? Зосим Васильевич, нет. Пединститут мы не собираемся трогать. Мы не можем допустить ошибки, которые сделали другие. Он у нас имеет очень неплохую материальную базу и хорошо работает. Второй момент. Когда наш музей истории института, именно Леонид Александрович Жданов, занимался в наших архивах, готовил материал о выпускниках и студентах Комитета института, об участниках Великой Отечественной войны, он достаточно случайно, неожиданно, потом он мне сразу сказал, наткнулся на тоненькую папочку, где было всего 2 пожелтевших листочка, а наверху написано «Личное дело Зосима Васильевича Панина». Первый документ – анкета, подписанная лично Зосимом Васильевичем, где говорится о том, что он просится в экстернат на заочное обучение по отделению истории, по историческому отделению. То есть в книгах приказов нашли книга приказа от 15 ноября 1937 года, а анкета от 7 октября 1937 года, что он зачислен в экстернат по историческому отделению. Потом еще был приказ от 1 февраля 1938 года, что он является экстерном. И на этой же анкете отметка. Выбыл в РККА, в рабоче-крестьянскую Красную Армию в 1938-1939 годах. Точная дата неизвестна, и приказа мы не нашли. Ну, он был призван в армию, началась советско-финская война, то есть его мечта получить высшее политическое образование вот таким образом не осуществилась. Ну и второй, это копия аттестата об окончании Усть-Кумского педтехникума. Эти же вот 2 листочка. И Леонид Александрович говорил, подойдите, познакомьтесь, это у нас есть. Ну и последнее, что хочу сказать. При чтении книги «Ветви в памяти», «Ветви в пути», вообще прекрасная книга, я по частям читал первые 2 книги, а теперь зашедшую книгу. Меня поразило, не удивило, конечно, но поразило признание Зосима Васильевича, что он еще с середины 30-х годов начал вести записи о своих делах. Он не надеялся только на свою память. Он вел записи и проводил анализ этих дел. Это подчеркивает внутреннюю организованность Зосима Васильевича. И вот я думаю, что именно это его качество, вкупе с природной деловитостью,
гостям, которые жили в этом доме. Мы, скажу откровенно, по секрету, беседовали с ним до петухов, с крепким чаем, и он показался мне замечательным, талантливым человеком, умеющим хорошо рассказывать, умеющим хорошо впечатлять, и я ему кое-что рассказал о себе. Я был у него второй раз в этом доме, не отказался. И когда он второй раз приехал, он привез мне книгу «Житие Стефана Пермского» Стефания Премудрого. Я прочитал эту книгу и смотрю, что в 1980 году селу Усть-Лым исполняться будет 600 лет. Это был для меня юбилей, каких юбилеев еще не встречали и не было в республике. Я сразу же поехал к Ивану Павловичу, поехал на прием к Зосиму Васильевичу, а это было за 5 лет до юбилея. Они мне говорят, пока еще не время, но мы вам будем помогать. А потом, через 4 дня Иван Павлович звонит и говорит, собери от моего имени руководителей министерств и ведомств республики, кого считаете нужным, и доложишь, что собираетесь делать. Левая сторона, пожалуйста. Да,